Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы в гостях у Хакасского национального театра имени Топанова, и мы будем беседовать с его главным режиссером Тимуром Казновым. Здравствуйте, Тимур Тамерланович. Здравствуйте, Марина. Очень радостно вас видеть. Взаимно. Ну что, спектакль «Мастер и Маргарита» – абсолютный хит текущего театрального сезона. На него не достать билеты. Я знаю зрителей, которые по 2 раза ходят посмотреть ваше творение. Я вас с этим поздравляю, потому что это настоящий успех. Это радость. И первый вопрос. Как вы решились, как вы рискнули поставить такой сложный роман Михаила Булгакова? Ну, я здесь не так давно, всего год, и мне надо было какое-то время анализа, аналитики какой-то, да, на что способна труппа. И в какой-то момент я понял, что нужно заявлять этих артистов, они достойны очень крутого, яркого материала. И потом мне хотелось полных залов. Для Хакасского национального драматического театра всегда полных залов, поэтому выбор пал на этот роман, и я считаю, что мы с этим справились. Тяжело в процессе, но теперь легко в бою. Мы сделали очень большой шаг для театра, для нас лично, я для себя сделал, труппа для себя. Потому что споров было много, процесс сложный, пошив и все остальное. Это большой объем. Как решились? Я посмотрел на артистов и понял, наверное, хакасский эпос и Михаил Афанасьевич Булгаков очень рядом идут. Серьезно? Конечно, кот. Ходит бегемот, ходит кот по Москве, или ходит Ирликхан, Воланд. Дух зла, да. Дух зла. И вот такие вот аллегории, то, с чем труппа работала. Мне стало интересно, и я начал анализировать и понял, что у меня раскладывается актерский, я имею в виду на труппу. Спектакль же очень большой. Я имею в виду по занятости актерской, по труппе. Вся труппа работает. Нет ни одного артиста, который не работает в этом спектакле. Кто-то воспринял изначально скептично мое предложение. Вот я и хотела узнать, сама труппа, она не боялась подступаться к такому материалу? Боялась. Вы как чувствовали? Боялась. Ну, не все, но были и противники, были и споры, и дискуссии, и объяснения. Театр – это такой организм, когда без этого невозможно что-то варить, да. Это вот нужно все точно разобрать, все точно разложить по полочкам, чтобы артисты успокоились, сказали: ну ладно, вот здесь мы можем доверять. А вы представляете, я их понимаю, поскольку я год, 1,5 года тут, и тут прихожу и говорю: будем делать «Мастера и Маргариту». И они говорят: да кто ты? Что ты? Ты разве можешь? Ты справишься? Возможно ли это? Я их понимаю чисто актерски, поскольку они работают своей репутацией, своим лицом. Но они доверились. В какой-то момент они вдруг все поняли, про что мы говорим. Что мы говорим не про дьявола, да, что мы говорим все-таки про Бога, что мы говорим про истинную любовь, что мы говорим про судьбу человека, любого, как она может ломаться, меняться. И они как-то это произошло односекундно. Было много такого, знаете, внутреннего сопротивления. Все работали, все ходили на репетиции, пробовали так, эдак. Но потом в какой-то момент вдруг, когда, наверное, после первого прогона, надо отдать должное, признательны нашим аксакалам театра. Потому что у них не палитра, перед ними не раскрылась палитра ролей. Они, как правило, играют очень маленькие все роли, да, вот прям такие наши мэтры театральные Хакасского национального. Ну и они пошли с нами в эту авантюру, ввязались, и никаких сопротивлений от них я не чувствовал. А глядя на них, молодежь театра очень быстро начала, раз они слушают, помогают мне, значит, они доверяют им, потому что они для них авторитеты, конечно.
Насколько сложно был процесс репетиции, и вот вы с первого раза определили, какую роль будет играть каждый актер? Нет, нет. Репетиции были сложные. Были сложные репетиции до истерик, до каких-то внутренних непониманий того, что происходит. Моих истерик. Ну и актерских, но они такие условные истерики. У нас каждая репетиция – это истерика. В хорошем смысле этого слова, потому что артист затрачивается. Нет, у меня, во-первых, у меня вот со всеми правками эта инсценировка, это уже 22-й вариант или 22-й вариант. Вот последняя правка, вот предпремьерная. Хотя я после премьеры уже снова сделал правки. Ну, то есть я уже не считаю этот вариант. Вот 22 варианта. И, естественно, у меня было много раскладок актерских. То есть 7 вариантов исполнителей разных ролей. То есть если менялась одна история, кто-то не попадал или еще что-то, мне приходилось все опять заново переделывать и перестраивать. Поскольку здесь работает ансамбль. Да, мне хотелось вот максимально создать вот эту ансамблевость. Без нее невозможно представить, ну, вообще театр, потому что один тянет другого. Я хочу сказать, что когда узнала о том, кто будет играть роль Воланда, а это просто один из главных ключевых фигур этого действа, то у меня были большие сомнения. У меня такой скепсис был, что же нас там ждет. Вот, но хочу сказать, что, конечно, вы победили. Коля умница. То же самое по роли Понтия Пилата. О, да. То касается, конечно, Сергея Николаевича, это вообще грандиозно. То, что он сделал. Для меня это просто грандиозная работа, актерская. Чистое, светлое восприятие, тонкое, какое-то глубинное, он все время в каком-то поиске в мысли, формулировке, ответа, решения. Там нет вообще ни секунды, когда он выдыхает. Если вы посмотрите, у него все время какое-то такое состояние. На нерве. Да, с иголками в плечах, да, он все время какой-то сумасшедшая работа, сумасшедшая. А Коля умница, но с Колей было очень интересно работать, потому что Коля... Давайте поясним, это актер Николай Бельтреков. Да, Николай Бельтереков, который играет Воланда. С ним было очень интересно работать, потому что Коля, он очень экспрессивный, он очень быстрый, он очень динамичный, очень быстро мыслит, очень придумывает легко. И тут вдруг я его говорю: Коля, тормози, остановись, думай о лошади. Лошадь грациозна, она тратит ровно то количество энергии, которое нужно, чтобы потратить это количество энергии. И вот так мы планомерно пришлось... Ну, Коля огромный молодец, потому что мы в театре привыкли к тому, что Коля – это очень быстрое существо, это быстрое тело, душа, которая тут везде, там, а тут вдруг ему нужно это все очень степенно говорить, существовать. И не просто говорить, да, а осмысленно говорить, понимая, что за этим кроется. Тимур Тамерланович, но я хочу нашим зрителям сказать, что в спектакле много таких зрелищных трюков, которые вот действительно, наверное, есть те силки, которые вы расставляли для зрителя. В том числе. Он просто насыщен юмором. И оставим это зрителям, пусть они придут, посмотрят, потому что показы в Национальном театре, они планируются еще. Вот. А я все-таки хотела бы узнать, как в спектакле появился Сталин, где вы его нашли, кто это. Если можно, раскройте. Почему? Откуда он вдруг в романе? Во-первых, это эпоха Михаила Афанасьевича, это очень интересные взаимоотношения Михаила Афанасьевича и вообще его семьи, и всей родни, и близких с властью. И взаимоотношения Сталина с Михаилом Афанасьевичем, казалось бы, вроде бы, какая связь с романом. А получилось... Вообще Михаил Афанасьевич бесконечно автобиографичен. Все, что он писал, автобиографично. Период для страны был не самый, да, легкий.
и взаимоотношения с властью таким крупным театральным деятелям или писателям приходилось выстраивать так или иначе. Михаил Афанасьевич не был исключением. И у него была очень жизнь подарок. И тот, наверное, это не сделано для манка в спектакле, это не силки, это намеренный ход диалога с Михаилом Афанасьевичем. Я не шел с ним в конфликт. Да? Есть режиссер, который выстраивает так, что им удобно идти в конфликт с автором. А я вот эдакое придумал. Мне было это неинтересно, мне было важнее понять, насколько тяжело. Мы перечитали с труппой очень много писем, очень много его заявлений, очень много ну вот все, всю хронику, ее письма. И вдруг поняли, что самое важное в этом романе как раз-таки то, что происходило с самим Михаилом Афанасьевичем. То, как его ломали, пытались ломать, и он все равно устоял. Ну, вот заболел, но устоял. Ну и поэтому вот эта его фраза, да, что никогда ничего не просите у тех, кто сильнее вас. Особенно, да. Сами придут и сами все дадут. Да. Это нужно обладать бесконечным мужеством, силой, чтобы вот это пережить и пройти. Как коллектив сейчас осмысливает вот этот успех и вот этот проект, который позволил ему настолько вот вырасти профессионально? Это, конечно, вопрос к коллективу. Ну, а что вы замечаете? Но мне нравится, что у них есть азарт. Мы вот вчера выставили в продажу на следующий месяц билеты. И сегодня мне звонит артист и говорит, я не могу пригласить свою родню, потому что уже нет билетов. То есть менее чем за сутки билеты раскуплены? Практически, да. Ну, там остался некий резерв, который мы всегда держим, потому что мы не знаем, могут быть спецгости, там, да. Это всегда в театре есть какой-то микрорезерв, который выставляется позже. Вот. Но, да, у нас практически, ну, там 80, по-моему, мы вчера выставили, там, или 70 билетов. Ну, это билетов. планка, это вы задали планку, конечно. Ну, нам есть куда расти, всегда есть куда расти. Главное, ну, двигаться. Мне нравится это, что у труппы есть азарт. Ну, на меня, безусловно, я понимаю, что есть артисты, которые на меня могут быть обижены, потому что думают, что так это я, Азазел, или я там Маргарита, не знаю, Гел, там, Воланд. Но я понимаю, что это важно для не одного артиста. Это важно в целом для коллектива, для труппы, чтобы мы были единой, да, семьей. И практически все меня поняли, и все как-то свое эго подприбрали, и работают все на 100%. Это очень круто. Тут было поле экспериментов, конечно, для меня. Поэтому и срок был долгий, и поиск был долгий, и решения были долгими. Какими-то этапами мы что-то подбирали, искали, так, эдак. Но в целом я очень доволен результатом. Я думаю, что это пойдет на пользу труппе. Следующий сезон нас ожидает еще. Теперь нельзя как бы опускать планку, что ли. Будем, ну, вернее, работа идет уже давно над следующим проектом, какая-то такая степенная. Но сейчас пройдут новогодние праздники, елки, вот. И приступим к новому материалу. Так что ждем вас в гости. Ну, мы тоже ждем Да, премьер, мы всегда которые рады. будут не хуже точно, чем «Мастер и Маргарита». Я Мы на вас это очень надеемся. Я вас уверяю, у нас вот совсем скоро премьера «Доблестных парней» у Сеанса Пен. Это такая военная история. Очень интересно, как она это видит. И мы приглашаем зрителей. Будем рады видеть всех в наших стенах. Спасибо вам, Тимур Тамерланович, за эту встречу. Вам спасибо. Приходите, будем рады. Претворение всех планов и новых ярких премьер. Ох, как хочется, ох, как хочется. Спасибо. Спасибо Всего большое. доброго. До свидания.